Доброе утро, драгоценные братья и сестры, дорогая церковь. Слава Богу, что вы сегодня пришли, что вы имеете обеспечение, не стоите в очередях на заправку за бензином и нашли возможность прийти сегодня. Слава Богу. Слава Богу за новых людей, которые сегодня в церкви, может быть, в первый раз. Давайте начнем, будем славить, молиться и получать истину. Во времена испытаний, когда не виден путь мне, приду я к тому, кто поможет в беде. Всегда был ты верен и столько раз доказал, что ты один моя крепость. Когда к тебе я взывал, спрячусь я в твоей любви. Лучше места не найти. Господь, крепкая башня, с тобой не буду бояться. Защищен, защищен тобой, защищен, защищен тобой. Собой меня окружая, ты каждый день защищаешь. Окружен, окружен тобой, окружен, окружен тобой. В твоей благодати открыл мне свой путь. Все стало возможно, с тобой все пройду. Всегда был ты верен, и сейчас верен ты. Поможешь войти мне в обетование твои. Спрячусь я в твоей любви. Лучше места не найти. Господь, крепкая башня, с тобой не буду бояться. Защищен, защищен тобой, защищен, защищен тобой. Собой меня окружая, ты каждый день защищаешь. Окружен, окружен тобой, окружен, окружен тобой. Спрячусь я в твоей любви. Лучше места не найти. Спрячусь я в твоей любви. Лучше места не найти. Спрячусь я в твоей любви. Лучше места не найти. Спрячусь я в твоей любви. Лучше места не найти. Спрячусь я в твоей
каждом дне. Ты великий Бог. Аллилуйя. Не забуду я, как ты освободил нас, разделил моря. Это исход моего сердца. Ты спас нас, избавил, воды удерживал Господь. О, Яхве, Бог воюет за меня, одержу победу я. Аллилуйя, аллилуйя. Море разделил Господь, нас в глубины Он ведет. Аллилуйя, аллилуйя. Знак от Тебя — это облако дневное, огонь ночной. Бог, иду я за Тобою. Ты спас нас, избавил, воды удерживал Господь. О, Яхве, Бог воюет за меня, одержу победу я. Аллилуйя, аллилуйя. Море разделил Господь, нас в глубины Он ведет. Аллилуйя, аллилуйя. Onu haydan sürah bin bosqola botku Bihatin bosqola morane tutan turbutu Tangaram negini keyuapun kinili. Haleluya, haleluya. Ora udun kalktı, Kur'an attı, dorattı. Haleluya, haleluya. Erdereği güneşki bılık hakatiga Tün otuna Tangaram kuru kakti barbar Bihatin bosqola morane tutan turbutu Tangaram negini keyuapun kinili. Haleluya, haleluya.
Господь, за Твою победу во Христе, которую Ты нам даровал. Аллилуйя Тебе, наш Бог. Ты мой свет, мое спасение, Бог. Кого мне бояться? Мой Господь, крепость жизни моей. Кого мне страшиться? И даже если войско меня окружит, сердце мое не дрогнет, Бог за меня стоит. И даже если война вспыхнет против меня, буду спокоен я. Мой Господь, Ты даешь мне приют, в Твоей скинии прячу. Ты возносишь меня на скалу, прославлять Тебя жажду. И даже если войско меня окружит, сердце мое не дрогнет, Бог за меня стоит. И даже если война вспыхнет против меня, буду спокоен я. Мен быгачын таңара, кимтен кутанымы, сондурдан балын какаменере, кимтен жулайымы, өстөктөрүмдө киме, кирдектерине. Мен сүрөттүн таңара, күйе бөгөр көтүп, алым сери калыя, да келлерине, оскулам сүрөтпе, таңара, мигин буланылаңы, кара жайттан какалыгын, энере мигинере тутаңын, акын айкалыбын, өстөктөрүндө киме, ирдектерине. Мен сүрөтпүн таңара, күйе бөгөр көтүп, алым сери калыя, да келлерине, оскулам сүрөтпе. И даже если войско меня окружит, сердце мое не дрогнет, Бог за меня стоит. И даже если война вспыхнет против меня, буду спокоен я. И даже если войско меня окружит, сердце мое не дрогнет, Бог за меня стоит. И даже если война вспыхнет против меня, буду спокоен я. Одного прошу, одного ищу, быть в доме Твоем во все дни. Одного прошу, одного
Одного ищу, созерцать Твою красоту. Одного прошу, одного ищу, быть в доме Твоем во все дни. Одного прошу, одного ищу, созерцать Твою красоту. Одного прошу, одного ищу, быть в доме Твоем во все дни. Одного прошу, одного ищу, созерцать Твою красоту. Одного прошу, одного ищу, быть в доме Твоем во все дни. Одного прошу, одного ищу, созерцать Твою красоту. И даже если войско меня окружит, сердце мое не дрогнет, Бог за меня стоит. И даже если война вспыхнет против меня, буду спокоен я. И даже если войско меня окружит, сердце мое не дрогнет, Бог за меня стоит. И даже если война вспыхнет против меня, буду спокоен я. Одного прошу, одного ищу, быть в доме Твоем во все дни. Одного прошу, одного ищу, созерцать Твою красоту. Каждый день, Господь, только быть в Твоем присутствии, только в Тебе, Господь. Спасибо, что каждый день Ты с нами, каждый день Ты живешь в нас. Благодарим Тебя, наш Бог, за все. Хранит пусть Тебя Бог, явит милость свою и благословит с Тобой пусть пребудет, даст в сердце мир. Да пребудет с Тобой Бог, да презрит Он лицом Своим на Тебя защита. Пусть будет, даст в сердце мир. Хранит пусть Тебя Бог, явит милость свою и благословит.
тысяч поколений в твоем роде, в твоем доме, в твоих детях и в их детях. Да пребудет Божья милость среди тысяч поколений в твоем роде, в твоем доме, в твоих детях и в их детях. Его слава пусть наполнит каждый вдох твой, каждый выдох, каждый ход твой, каждый выход. Он откроет, он с тобою ранним утром, поздней ночью. Он твой воздух, твой источник. Когда плачешь, когда славишь, будет рядом, не оставит. Будет рядом, не оставит. Будет рядом, не оставит. Будет рядом, не оставит. Да пребудет Божья милость среди тысяч поколений в твоем роде, в твоем доме, в твоих детях и в их детях. Его слава пусть наполнит каждый вдох твой, каждый выдох, каждый ход твой, каждый выход. Он откроет, он с тобою ранним утром, поздней ночью. Он твой воздух, твой источник. Когда плачешь, когда славишь, будет рядом, не оставит. Будет рядом, не оставит. Будет рядом, не оставит. Будет рядом, не оставит. Хранит пусть тебя Бог, явит милость свою и благословит с тобой. Пусть пребудет, даст в сердце мир. Спасибо, Господь, за твой мир, за твой покой, за то, что ты с нами и никогда нас не оставляешь. Ты, Господь мой всемогущий, нет мне жизни без Тебя. Поднимаю руки к небу, я прошу, прими мой дар. Что мне, Господи, на небе, кто мне, Боже, на земле? Плоть моя изнемогает, Ты твердыня, часть вовек. Уповаю на Тебя и в годину искушения, и в любви, и в радости, и с надеждой воскресенья.
Творец великий, все, что создано тобой, к тебе тянется с молитвой, все сильнее день за днем. Мне не выразить той силы, что меня к тебе влечет. Я прошу, брось силы, дух свободы дверь открой. Уповаю на тебя и в годину искушения, и в любви, и в радости, и с надеждой воскресения. Уповаю на тебя, лишь тебе моя защита. Уповаю на тебя, дай победу в этой битве. Дай победу в этой битве. Дух Божий, Дух Святый, огнем своим наполни. Дух Божий, Дух Святый, озари своей любовью. Дух Божий, Дух Святый, огнем своим наполни. Дух Божий, Дух Святый, озари своей любовью. Дух Божий, Дух Святый, огнем своим наполни. Дух Божий, Дух Святый, озари своей любовью. Дух Божий, Дух Святый, огнем своим наполни. Дух Божий, Дух Святый, озари своей любовью нас. Своей любовью Уповаю на тебя и в годину искушения, и в любви, и в радости, и с надеждой воскресения. Аллилуйя, Господь, Отец Небесный, мы уповаем на Тебя, Господи, и мы просим Тебя, Господи, Твоего благословения на сегодняшнее собрание, на этот день, на нашу жизнь, Господи. И сейчас мы слагаем все наши нужды пред Твоим троном, Господи, и мы просим Тебя, благослови прежде всего каждого человека, если у кого-то есть какая-либо болезнь, Господь, кто находится в собрании. Во имя Иисуса Христа мы провозглашаем полное исцеление и восстановление. Господи, исцели, дай силы. Кому нужно, укрепи иммунную систему, Господи. Во имя Иисуса. Пусть будет, как написано, не будет среди вашей болящего. Отец, мы также просим Тебя за всякую практическую нужду. Впереди новый учебный год. Господи, благослови все семьи, у кого есть дети, о всяком устройстве, Господи, чтобы со школы Тебя Ты восполни по Твоему богатству и славе. Во имя Иисуса Христа Тебя Ты восполни по Твоему богатству и славе. Во имя Иисуса Христа. Просим Тебя также за все остальные нужды, которые есть, может быть. Прямо сейчас, если Ты здесь, Ты можешь проговаривать это. Говори Ему, и Он восполнит. Во имя Иисуса Христа. Господи, мы просим Тебя за все церкви в нашей республике, в нашем городе и по всей России, Господь. Благослови нас, Господи. Благослови всех служителей и пасторов, где бы они ни находились. Господи, дай им мудрости, как руководить, и дай им страха, чтобы делать это, совершать достойно, Господи. Просим Тебя, благослови семьи служителей, чтобы все близкие они были надеждой и опорой. И дай, Господь, каждой церкви прийти в Твое призвание. Каждая поместная община, где бы она ни находилась, пусть войдет в полноту Твоего призвания, Господь.
Пусть проповедуют Христа, Господи, пусть люди туда приходят, каются, Господи, получают спасение, пусть жизнь людей меняется к лучшему, Господи, во имя Иисуса. Мы просим Тебя также за наше светское начальство, за мэра нашего города, за главу республики, за правительство Российской Федерации, за президента Российской Федерации, Господи. Те решения, которые они принимают, Господи, пусть это будут богобоязненные решения, Господи. Дай им правильных, нужных советников. И, Господи, чтобы, несмотря ни на что, на все внешнее давление, наша страна, она вышла из этой ситуации победителем, Господи. Чтобы жизнь людей по всей стране, она менялась к лучшему именно, Господи. Чтобы те проекты, которые были начаты у нас в республике, как строительство моста, строительство дорог, Господи, чтобы оно продолжалось, чтобы было финансирование, Господи. Просим Тебя за всех работников бюджетной сферы, Господь. Благослови, чтобы было как те люди, кто, если под сокращение попадал, Господь, усмотри все. Господи, мы также отдаем ситуацию с топливом в республике, в городе в нашем, Господи. Благослови, дай мудрости всем, кто принимает решения также, ограничивает или что-то вводит, Господь, чтобы было у нас топливо, и чтобы мы в зиму нормально ушли. Потому что одно дело не иметь топлива летом, и совсем другое, когда в минус 40, когда, Господь, покрой все. Отдаем все Тебе, уповаем на Тебя и также просим Тебя, Господи. Мы знаем, что у Тебя на все свои времена и сроки, но Ты все также держишь под контролем. Всегда. Господи, мы просим Тебя. Наше желание, чтобы как можно быстрее война она закончилась, Господи. Усмотри. Господи, просим Тебя за каждого человека, кто был призван из нашей церкви, за наших знакомых, за братьев, сестер, Господи. Ты убереги всех, пусть Твоя рука будет над ними. Уберегай их, где бы они ни находились. Пусть вернутся домой, живые, здоровые, невредимые. И весь Божий народ сказал: аминь. Да будет так. Слава Богу. Не садитесь, да, я просто проконсультировался. Я так давно здесь не был, что уже не знаю, что у нас следующее, но следующее у нас приветствие. У нас добрая традиция в церкви. Мы приветствуем друг друга, поэтому 2 минуты буквально, ребят. Повернись налево, направо, заметь 4 человека, кого ты никогда не видел. Видишь первый раз, подойди и скажи что-нибудь приятное, хорошее. В Писании написано: хочешь, чтоб с тобой дружили, будь сам дружелюбен. Давайте воплощать это. 2 минуты. See
Дорогие, наше время на приветствие закончилось. Пожалуйста, возвращаемся на свои места. И у нас также добрая традиция. Вы знаете, что на каждом собрании мы молимся за детей, мы благословляем их. И сегодняшний день не исключение. Давайте мы уже вернемся. Пусть будет тишина в зале, и мы помолимся. Я попрошу Саву Савича повести нас в молитве. Давайте благословим детей. Сейчас как-то захотелось сказать детям, дети, у вас просто чудесная привилегия. Знаете, когда я был маленьким, я вообще далек от Бога был. И я скажу только, уже много лет прошло, и потом только я пришел к Богу. Но для вас вы с самого детства, и вы, может быть, думаете, это все как-таки должно быть, но это великое, просто великое. Вот то, что вы имеете сейчас в церкви, это просто великая привилегия. Просто запомните это, хорошо? Хорошо, скажите аминь. Давайте помолимся тогда за наших деток. Аллилуйя, Господь. Просто благодарим Тебя, Господь, за каждого, Господь, за каждое дитё, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пусть они приходят к Тебе, Господь. Пусть они познают Тебя, Господь, с раннего возраста, Господь. Во имя Иисуса, Господь. Пусть что-то от Тебя в них вкладывается, Господь, в их разум, Господь, который очень сейчас открыт, Господь, для Тебя, Господь. Аллилуйя. Благослови, Господь, во имя Иисуса. Благослови все занятия, которые пройдут. Аллилуйя. Во имя Иисуса. И вся слава да будет Тебе. Аминь. Так, детки спускаются на первый этаж. Разрешите, пока все собираются, рассказать объявление. Моя любимая, видимо, рубрика, потому что в плане богослужения, именно когда я на этой сцене, я должна рассказать все объявления. Так, начнем с приятного, да? Вспомним и поделимся, значит, с братьями и сестрами, которые не были на вечере хвалы и поклонения, и молитвы. Мы добавляем, да, это было замечательно, прекрасно. Вы многое упустили, что не пришли. Наша команда прославления просто самые лучшие, самые лучшие. Их нет на сцене, но давайте еще раз поаплодируем команде прославления, молитвенникам, всем. Это было замечательно, прекрасно. Просто Дух Святой здесь летал, работал над сердцами. Мое сердце уже второй день отходит после этого вечера. А сейчас на экран, пожалуйста, видеосвидетельство. Да, эти аплодисменты этому вечеру было замечательно. По
помолимся, да, наверное, вообще будем молиться всей церковью, чтобы это мероприятие такое, вечер хвалы, было гораздо чаще. 3-й раз в год мне вот Зоя сказала, ну, может быть, хотя бы раз в квартал, я не знаю, ну, вам для размышления. Так, дальше в списке объявлений, что у нас? Молитвенное служение по пятницам. Все, теперь приходим обратно на круги своя, да, по пятницам в 19:00. Можете прийти в церковь и помолиться вместе с молитвенниками. Значит, открытие 2-го собрания с ноября. Опять оно, я вот читала перед выходом на сцену, вроде бы не было, но вот сейчас оно попало, напоминаю. С ноября месяца 2 богослужения, 2 собрания будет по воскресеньям. Как пастор сказал, нужно приходить только на одно, на 2 не нужно приходить, нужно выбрать и приходить на одно. В связи с чем? Самое главное посыл этого объявления – то, что нам нужны служители во всех служениях, начиная от сцены, заканчивая гардеробом. Пожалуйста, обращайтесь к лидерам, если вы чувствуете зов и желание послужить в церкви. Дальше. Запись на библейские курсы. Любовь Николаевна у нас улетела, но она всегда на связи, этот человек всегда и везде присутствует, можно сказать. Она всегда на телефоне и на связи, поэтому вы можете записаться, если приняли решение пойти на библейские курсы, которые начнутся с октября, закончатся в мае. Это прекрасное благословенное образование и самое вообще лучшее, наверное, из всех. Значит, дальше. Про книги, да, вы, наверное, заметили, что у нас внизу на 1-м этаже книги закрыты и не действуют, да. Так будет продолжаться это воскресенье, следующее воскресенье, но если у кого-то есть нужда по книжкам срочная, можете обратиться к сестре вот Валентине Барбул, вот она встает, и написать ей, подойти. По книжкам вот такие у нас обстоятельства есть. Значит, дальше. Лилия Саидгалиева. Сегодня нет, но она на связи. Острая необходимость в развозе, привозе пожилых сестер. Она все еще остается, сохраняется. 2 сестры, которые... Одна живет на Дзержинского, другая в Хатасах. Пожалуйста, кто может, кто где-то неподалеку живет. Нужда состоит в том, чтобы просто на воскресное собрание подвозить, забирать по пути сюда, привозить и домой. Вот такая нужда. И на этом заканчиваются объявления. Ничего не забыла, передаю микрофон. Спасибо за внимание. Слава Богу, как-то нас мало. Дети ушли, бензина нет. Бензина нет, картошка начинается, да. На самом деле, ну, проблемы они всегда. И это осознанный выбор, ну, приходить в церковь. То есть, если ты не сделаешь этот выбор, многие сами они не пойдут. Поэтому я вышел на сцену, чтобы сказать про пожертвования и десятины. Если вы первый раз в церкви, вообще не заморачивайтесь. Что-то непонятное, я всегда говорю, ну, просто игнорируйте, пока не будет понятно. Но все, что вы видите вокруг, это куплено на пожертвования. Церковь существует на добровольные пожертвования. Мы не получаем никакого финансирования извне. И я хочу вам сказать, что, помните, мы говорили, молились, мы занимаемся водопроводом и канализацией в здании. Водопровод мы сделали, центральный, вот вода. Я хочу всех предупредить, у нас там был насос. Да? Вот его включать уже не надо ходить. То есть люди все равно по привычке ходят, включают. Но у нас эта система еще действует, как резервная пока. Как у нас зима пойдет, мы пока ничего убирать, наверное, не будем. Но, тем не менее, у нас центральный водопровод. Да, его не нужно ничего делать. Вот. Но у нас канализация осталась. И с канализацией, помимо того, что нам надо, я не знаю, там даже сколько, ну, 500-600 тысяч на то, чтобы это сделать, возникли еще определенные сложности. У нас наша труба, она пересекает действующий газопровод, который есть. И в связи с этим, ну и помимо этого еще пересекает общественную дорогу. То есть нам нужно нарушить покрытие на дороге, потом его восстановить, и вообще сами работы, все это как бы сложно.
И в связи с этим нужно так, чтобы все документы и все разрешения, они были. И помимо этого нам придется еще, я так понимаю, новый, как это называется, технический план. В общем, сделать с разбивкой по высотам, то есть нам, ну, труба, она залегает на определенной глубине, нам ни в коем случае, то есть нужно пройти мимо, ну и хорошо бы газовую трубу не задеть, вы понимаете, да? Вот, поэтому молитесь также, то есть я к чему это, что это процесс согласований, и, то есть требуется время на все на это дело. В общем, так наскоком, нахрапом у нас не получилось как бы выскочить. То есть процесс он идет, но тем не менее вспоминайте в молитвах, чтобы все было хорошо, чтобы нам все это дело закрыть, хорошо? Вот, и можно пожертвования в электронном виде, ведра уже прошли, я не успел сказать, но здесь еще раз написано «доброохотно дающего любит Бог», ключевое слово «доброохотного». Но, вы знаете, я просто по себе знаю, что вообще в Библии написано, что там, где сердце человека, как там написано про сердце человека? Да, там его сокровище. Если реверсивную эту сделать, то, смотрите, ну, на самом деле человек голосует рублем, что ему дорого. Ну, что ему дорого, он в это и вкладывается. То есть так не бывает, что ты что-то любишь, и ты не даешь денег на это. Вы понимаете, да? То есть, если ты любишь свою семью, если ты любишь свою жену, ну, ты на нее тратишь. И на семью, и на жену. И то же самое в обратном направлении. Вы понимаете, да? Даяние без любви может быть. Но любви без даяния вообще никак. Поэтому, если вам дорога церковь, если вам дорог Господь, тем более Он говорит, что испытайте меня, дайте мне и посмотрите, не восполню ли я. Хорошо, да, я отошел, чтобы было QR-код видно. Также вы знаете, что мы начали сбор на экран. Вы видите, у нас висит старый проектор. Ну и у нас осветительных приборов добавляется. И уже не очень четко видно все это дело. С экраном все гораздо хорошо, лучше. Вот, и мы на данный момент собрали в районе 300 тысяч на экран. По самым скромным подсчетам, ну, то есть сумма нужна от 1 миллиона до 1,5 миллиона, чтобы заказать это в Китае. Потому что если покупать здесь, то это все выходит за рамки вообще нашего бюджета. То есть там 2,5-3 миллиона и предела нету, как бы, да. Кто во что гораст местные компании. Поэтому, если откликается на сердце, потому что, если честно, я уже думал, что мы уже соберем. Но хорошо бы к весне. Закончить было бы здорово. Все, пусть Господь благословит вас. Я приглашаю сюда Олега Ивановича. Он сегодня поделится с нами словом. Давайте его поприветствуем. И пока он поднимается, я хочу также вам напомнить, что в следующем году будет официально 20 лет, как мы зарегистрированы. То есть церковь существовала как религиозная группа, несколько лет, там 3-4 года до этого, я уже не помню. Но зарегистрированы в Минюсте мы именно с 2007 года, и будет 20 лет. В связи с этим мы думаем, что было бы неплохо положить начало хорошей традиции, праздновать день рождения церкви. 20 лет пропустили, начнем с 20-летнего юбилея. Мы уже пригласили гостей 19, 20, 21 марта. Это будет проходить, мы будем проводить конференцию. Вот, поэтому добро пожаловать, мы будем напоминать, ну, уже, наверное, надо начинать готовиться. Посмотрим, как у нас будет со вторым собранием, сколько у нас будет людей. Если мы не будем помещаться, нам нужно будет, наверное, где-то снять помещение, чтобы быть всем вместе на одном собрании. Вот. Google календарики, там, не знаю, в телефонах календарики, даты можно уже забить, планируйте. Все, давайте Олега Ивановича поприветствуем. Господа поприветствуем, да? Давайте мы воздадим Ему славу и помолимся. Как нас сегодня мало, но слава Богу, что вы верные пришли. Ну, и кто-то там смотрит, может, онлайн.
Пожалуйста, смотрите и ставьте лайки, пишите свои отзывы, там пишите свои комментарии. Очень важно, это так здорово, когда вы пишете свои комментарии там. И это как бы помогает распространять Евангелие. Слава Богу. И сегодня моя проповедь называется «Потерять, чтобы обрести». Сегодня мы будем немного пребывать в экшене. Знаете, у нас по Библии можно снимать крутые фильмы вообще. Может, кто-то найдет и будет снимет фильм на эту проповедь, и на это местописание, о чем мы сегодня будем говорить. Это очень крутая битва царя Давида, так как он вышел из этой битвы. Вначале была трагедия такая ужасная, но потом из этой битвы он выходит победителем, и его воины. Знаете, мы так в мире устроено, что мы и так хотим все сладкое. Мы так устроены люди, мы все хотим сладкое. Но знаете, в комплексе всегда идет и кислое, и горькое, и постное. К сожалению, да? А мы как дети эти маленькие. У меня Елисей говорит, я кушать не хочу, дайте сладкого. Он сладкого так хочет вообще. Он может наесться сладкого, и потом ни первое, ни второе ничего не хочет. Говорит, дайте мне сладкого. Что у нас сегодня на сладкое? Вот. А еще раньше, когда я делил там, и всегда где-то одно место, в одной кучке делал чуть побольше, и говорил, и приучил его, что Елисей первый. А потом у него лафа кончилась. Подрос, и он все бежит. Я первый. Ты уже не первый. Кто первый пришел, тот первый и получил. Вся наша жизнь это история разрушений, созиданий, потерь, приобретений, соединений, разделений. Давайте мы начнем с местописания, откроем Экклезиаста, очень хорошее местописание, Экклезиаста 3 главу, и с 1 по 8 стих почитаем, и что-то мы хорошее получим. Прежде давайте мы помолимся еще. Господь, пусть каждое сердце человека будет открыто. Пусть через это Слово Божье каждый получит то, что ему нужно, Господь, сегодня. Господь. Потому что мы сегодня пришли не какой-то в музей, мы не пришли в продовольственный магазин, мы пришли к Тебе, Царю царей, Господь. Пусть наши уши слышат то, что Ты хочешь говорить сегодня в каждое сердце. Духовные глаза будут открыты, Господь, к слышанному. Чтобы мы могли это переварить, Господь, чтобы мы это могли думать в течение дня, в течение недели, Господь, размышлять над этим словом. То, что Ты, Бог, хочешь сказать мне, Господь. Аминь. Давайте мы прочитаем, начнем с 1 по 8 стих. «Всему свое время, и время всякой вещи под небом, время рождаться и время умирать, время насаждать и время вырывать посаженное, время убивать и время врачевать, время разрушать и время строить, время плакать и время смеяться, время сетовать и время плясать, время разбрасывать камни и время собирать камни, время обнимать и время уклоняться от объятий, время искать и время терять, время сберегать и время бросать, время раздирать и время сшивать, время молчать и время говорить, время любить и время ненавидеть, время войне и время миру». Вы хотите сладкого? Мы все хотим сладкого в своей жизни. Мы хотим сладкую жену, сладкого мужа, сладких детей. Знаете, но жизнь такая штука. Вот если мы смотрим на жизнь даже неверующих людей, и нас, верующих людей, мы видим, что
в жизни каждого происходит то, что как он движется и как решает где-то Бог. Но мы также участвуем в этом. Как мы можем или улучшить, или ухудшить. Мы так научены. В 90-х учили так. Я в нулевых пришел к Богу, учили так. Нужно веровать сильно. Если ты не веруешь сильно, у тебя какие-то проблемы, значит. Если у тебя разрушается, что-то в твоей жизни не получается, значит, ты не так веришь в Слово Божье. Значит, нужно посильнее, поднатужиться. Но Писание говорит, что есть время под солнцем этим. Есть время иногда любить, а есть время иногда ненавидеть. Хотя Писание говорит, что мы должны любить все время. Но в жизни так случается, что приходят проблемы, какие-то трудные ситуации, и на тебя давит так, что ты не хочешь видеть этого человека. Ты не хочешь, ты уклоняешься от этих объятий, ты уклоняешься от его улыбок. Но есть время, когда ты должен победить. И мы, слава Богу, здесь, с Богом, и мы побеждаем. Писание Деяния, 20 глава, 27 стих, там говорится в Деянии. Апостол Павел, он был очень мудрым человеком, Божьим человеком. И поэтому он говорил, в 27 стихе он говорит, «Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божью». Вся воля Божья – это только что плясать, это что только радоваться, это что только обнимать. Вся воля Божья – это проходить какие-то трудности, какие-то испытания, какие-то скорби, какие-то непонятные вещи, что происходит в нашей жизни. Вся воля Божья заключается в этом. Не только в том, что будет хорошо, как говорили проповедники и говорят до сих пор, приди к Иисусу, и все у тебя будет хорошо. Да будет хорошо, если ты будешь жить в послушании, если ты будешь поступать по заповедям. Но все равно, чтобы забраться на новую высоту, если я стою на этой горе и вижу следующую высоту, и она выше, мне нужно спуститься в долину плача, смерти, трудностей, чтобы забраться на другую высоту. Мне нужно пройти через этот бурелом, взять мачете и бить этот колючки, пробивать эту дорогу, чтобы взять новую высоту. И кто мне в этом помощник? Мне в этом помощник только Бог. На Него уповаю. Спасибо огромное. Сегодня так здорово вообще. Прямо все прославление, все поклонение, оно прямо в духе этой проповедью. Я позвонил одной сестре, говорю, можете вот эту песню про войну? Она говорит, она уже включена, все включено. Понимаете, мы в одном духе, все уже включено. Потому что я молился, когда пастор Алексей позвонил мне, сказал, вот в среду он вечером позвонил мне, говорит, вот Олег, ты мог бы взять? И я сразу пошел в комнату, стал молиться, Господь, о чем ты хочешь? О чем ты хочешь? Вот. Многим братьям нравится вот это прославление, да, про войну. Если вокруг это войско, она окружила, я не убоюсь, потому что сердце мое отдано тебе, потому что ты ведешь эту войну, не я, но я делаю свою часть. Однозначно я участвую в этой битве. Бог не делает все за меня. Я понимаю, что это очень нравится, особенно харизматам. Все, плясать, танцевать, кричать, визжать, падать. И это, к сожалению, очень сильно вползло в церковь. Это должно быть. Но есть время этому. Но есть время проходить какие-то другие трудности. Римлянам 8 глава. Откроем Римлянам, очень хорошее место Писания, мне очень нравится. Я забыл, вот я помню, одна история была такая хорошая, но я вспомню, как-нибудь вам расскажу. Потрясающая, правдивая история. Не мог ее вспомнить почему-то. Значит, не надо этого. Римлянам 8 глава, 28 стих. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все, слышите, все, барыта, перевожу вам, барыта, все,
содействует ко благу. Все. Даже трудности, даже проблемы, оно для чего-то приходит в нашу жизнь. Оно содействует ко благу, чтобы мы взяли новую высоту, чтобы мы поднялись на эту высоту, пройдя эту долину плача, эту долину смертной тени, этот бурелом, эти проблемы, эти ситуации, этот ураган, этот надрыв, этот бурю, Господь. Как мы сегодня так классно просто из поколения в поколение, да. Как в жизни вдох и выдох. Вдох и выдох, вдох и выдох, вдох и выдох. Прилив, отлив. Это в жизни так все работает. В жизни не работает вот так. У тебя все хорошо, у меня все хорошо. Смотришь на лицо, не все хорошо. Слава Богу, мы так привыкли к этим религиозным словам. Слава Богу, у тебя как? Все, слава Богу, у него ничего, слава Богу, у него внутри война идет. Если враги окружили меня, там война идет. Просто война. В голове просто все скачет. Ты впадаешь просто в депрессию какую-то. Но мы сегодня будем проходить и учиться чему-то. Знаете, через потери Бог благословляет, поднимает. Пример Людвига ван Бетховена. Он в 26 лет начал глохнуть. У него стал слух теряться. С 26 лет он начал терять. Вы понимаете, что для музыканта это вообще подобно смерти. Он стал терять, и постепенно он терял этот слух. Но он написал все свои выдающиеся последние. У него все выдающееся. Но у него там, он где-то, это специалисты знают, вот Слава, наверное, больше знает. Он где-то уже сильно там высокие ноты не слышал, уже совсем потихоньку у него это пропадало. Но он внутри настолько был, у него внутри настолько он слышал в мозгах своих музыку эту. У него была вот эта память феноменальная к этой музыке. И когда он потерял вообще слух, в 54 года, когда исполняли эту 9-ю знаменитую симфонию «Ода радости», это Фридриха Шиллера, и когда они исполняли эту симфонию, он стоял также, хору стоял, там были солисты, и он первый совершил такую революцию, что на симфонии на этом стояли люди, они пели. Этот хор стоял, это 4 солиста стояли, и он стоял, он ничего не слышал, но он стоял просто там, как будто, стоял дирижер, который дирижировал. И это потрясающая симфония, послушайте ее внимательно. Это очень рекомендую вам слушать классическую музыку. Не только там барабаны, и там эти пения, пляски эти. Симфонию я засыпаю, Таня знает, я ложусь под музыку, и Бог, знаете, Он говорит. Он говорит. Ты засыпаешь, тебе что-то снится хорошее. Знаете. Очень рекомендую вам слушать больше классической музыки. Сейчас успокаивает все. И ты получаешь что-то от Бога. Бог начинает говорить мне. И когда он стоял так, и когда зал стал и просто рукоплескал, просто настолько сильно рукоплескал, и он не слышал, он стоял глухой, то солистка, выйдя, она его повернула к залу, и он, когда увидел, он был потрясен этим, что действительно его музыка и эти слова на «Ода к радости» Фридриха Шиллера, оно соединило этих людей настолько сильно. И они стояли, просто рукоплескали ему. Настолько сильно. И эта симфония сейчас, она в Европейском Союзе как гимн у них. Вот. И также это много таких историй. Если мы смотрим, таких историй очень много. Например, Виктор Гюго, он написал вот этот роман, который называется «Отверженный». Фильм смотрел. Я фильм смотрел, я не читал книгу, потому что многие читали. Вот, Татьяна, ты читала, да, вроде? И он говорит, потрясающе. Когда читаешь, книга намного лучше,
конечно. Но я смотрел кино, мне очень нравится. Таня очень часто вспоминает, когда мы на домашках сидим, там общаемся, она вспоминает там примеры, там очень хорошие примеры. Почему он написал? Он написал это, когда был сам отвержен в обществе, он был настолько отвержен. Его сослали с Парижа, с Франции на остров какой-то, и он там провел, я точно не помню, не буду врать, больше 10 лет он там провел, и он там написал вот этот рассказ. Отверженный, потрясающий. Вот мы должны понимать, что не все любимые останутся в нашей жизни. Некоторые любимые уйдут с нашей жизни. Некоторые друзья уйдут с нашей жизни. Придут новые. Придет новое, хорошее, дорогие мои. Придет то, что Бог приготовил для вас. И давайте мы начнем этот экшен. Давайте начнем эту потрясающую историю, которая трагически начинается, но заканчивается триумфально. Давайте мы откроем и пробудем там все наше оставшееся время. Сегодня у меня времени чуть побольше, слава Богу. Первое царство. Откроем Первое царство. 30 главу, последняя глава, и начнем наше сражение, которое кто-то из вас может, он проходит это сражение. Кто-то из вас, может, он будет стоит сейчас на этом пепелище. Может, кто-то стоит сейчас в выборе пройти эти трудности. Трудности какого-то стыда, позора, каких-то унижений, каких-то падений. С 1 стиха читаем. Вначале прочитаем с 1 по 5. В третий день после того, как Давид и люди его пошли в Сигелак, амаликитяне напали с юга на Сигелак и взяли Сигелак и сожгли его огнем. А женщин и всех бывших в нем от малого до большого не умертвили, но увели в плен и ушли своим путем. И пришел Давид, и люди его к городу, и вот он сожжен огнем, а жены их, и сыновья их, и дочери их взяты в плен. И поднял Давид, и народ, бывший с ним, вопль, и плакали, доколе не стало в них силы плакать. Представляете, 600 мужчин здоровых, сильных. Это самые сильные воины были. И они плакали, эти мужчины. Никогда не бойтесь, мужчины, плакать. Никогда. Нам нужно плакать за то, что мы когда-то унижали слабых, унижали женщин, унижали своих жен, своих детей. Мы должны плакать за это. Чтобы нам воскреснуть, не жить там и не остаться в этом плачевном состоянии, но чтобы подняться, чтобы воскреснуть, чтобы жить для новой жизни, чтобы жить жизнью полноценной жизнью. Мы должны подняться из этого. И это вот особенная глава, особенная. Вот. Я сказал, можно снимать фильм. Если я был бы режиссером, может, у нас найдутся режиссеры, которые снимут, или где-то там кто-то снимет. Вот смотрите, здесь вся надежда потеряна. Он приходит. Знаете почему? Вот у него точка опоры просто ушла. Он потому что опирался на все человеческое. Давид, который любил, кажется, Бога, но он какое-то время отошел. Почему? Потому что он служил кому? Он служил в это время, он как бы обманывая, но он царем Анхусом, это филистимлинский царь, он с ним заключил какой-то договор, потому что он бегал, он был бродягой, он был скитальцем, он бегал все время, убегал от Саула, ему тоже хотелось как-то нормально жить, и он заключил, может, временный какой-то союз, я не знаю там, но ему этот царь Анхус, он ему дал этот город Сигелак, он ему дал этот город Сигелак. И он его хотел пойти на войну, когда на Израиль, и они готовили, чтобы Давид пошел против своего народа.
Там нигде не пишется, может, почему он пришел и заключил этот союз. Божий человек, который любил Бога, и он пребывал, потому что он бегал. И мы также в жизни, когда у нас трудности, какие-то ситуации, мы хотим заключить союз с этим миром, с людьми этого мира. Мы хотим держаться за свою власть или за чьи-то какие-то, у кого есть связи, деньги. И мы пытаемся как-то вот сохранить свою репутацию, свой статус, вот, свое имя. И мы пытаемся как-то выжить в этой ситуации. И он находится в этой ситуации, у него стоит выбор. И он, конечно, обманывал, и не нападал на своих. У него было 600 воинов, и они делали набеги там на какие-то вот, на амаликитян, потому что амаликитяне тоже с филистимлянами воевали, оказывается. И он приносил добычу этому царю Анхусу. И он как бы удобрял его, и они имели какой-то союз. И он опирался на это, потому что как бы он и про Бога практически забыл. И они должны были пойти войной на Израиль, а вдруг там князья, они посовещались, и Анхусу говорят: нет, давайте его не возьмем. Вдруг он передумает и на нас нападет. Но может быть такой вариант тоже был. Может, мы не знаем, мы на небе только, может, узнаем, о чем думал Давид, как он хотел поступить. Но они запретили, и он стал возвращаться обратно в свой город Сигелак. И когда они вернулись, они увидели вот это пепелище. Все сожжено, весь город сожжен. Их увели, детей, жен увели. И почему это произошло? Потому что Бог все это сжег. Потому что Он опирался на это. Также в нашей жизни мы опираемся на что-то, и Бог сжигает. Так в моей жизни было. Бог все сжег, все мои связи там с братками, там, с женщинами, там, все, все связи вот эти. Сжег все, чтобы у меня не было шансов никуда уйти. У меня был свой Сигелак, который Бог сжег. И он сжег, на что упирался Давид. Он сжег это все. Увел в плен, знаете. Люди попадают в плен, как он? Не обязательно это связать руки, ноги. Мы душевно связаны, в своем разуме связаны. Наше сердце, оно настолько ожесточается, когда сатана приходит, и он связывает и берет в плен не только тебя, но и твоих родных и близких берет в плен. И уводит их куда-то в другую сторону. И дальше мы смотрим, 6 стих. «Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо скорбел душою весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих». Знаете, вот все, люди сразу, видите, и даже самые его близкие, его воины, они его хотели убить, его друзья, которые сражались за него, которые готовы были с ним идти в самый горячий бой, они его хотели побить, взяли камни. Также в жизни нас будут разочарования в наших друзьях, наших близких, даже родных, которые захотят тебя побить. Когда ты придешь, я не скажу, ты в эту секту пришел, предатель. Это американская вера, это европейская. Мы православные, и они камни подымут на тебя. Они, я так говорю просто утрирую, они будут словами тебя убивать. Они тебя будут эмоционально убивать, душевно будут тебя душить. Почему? Потому что сатана, он хочет разрушить. Он все время хочет только разрушить. Бог пришел для того, чтобы что? Чтобы дать жизнь избытком. А дьявол, чтобы украсть пришел. А Бог пришел, чтобы дать жизнь избытком. Вот дальше читаем. Но Давид, он не сдается. Читаем 7-8 стих. Но Давид укрепился надеждой на Господа. Смотри, он возродился среди этого пепла. Вдруг он понял. У него воины его хотят, свои его побить. Все отказываются от него. И вдруг он вспоминает, что у него есть Господь, великий Бог.
И он идет к этому Богу своему, и Давид укрепился надеждою на Господа Бога своего. И сказал Давид Авиафару, священнику, сына Авимелехову: принесите мне ефод священнический. Да, мы все священники, мы должны одеваться в этот ефод. Ефод – это не обязательно, что мы должны одевать эти красивые одежды. Это говорится о том, что мы должны одеться в Слово Божье. Чтобы оно было внутри нас. Мы должны одеться в Слово Божье и в Дух Божий, который внутри нас, Дух Святой, который будет вести нас в эту битву. И вопросил, он просто стал кричать, он просто вопросил, он просто, Господи, прости меня. Упал на колени, Господь, и спрашивает, преследовать ли мне это полчище, и догоню ли я их. Сказано ему: преследуй, догонишь, отнимешь. Атмосфера резко поменялась. Такая удручая атмосфера, когда давит, наша жизнь также все давит. Атмосфера, со всех сторон проблемы. Банкротство пришло, муж ушел, жена убежала, дети там все бунтуют. И вдруг приходит ответ, когда мы вопрошаем Бога, когда мы просто ищем Его искренне, не так двояко упираясь на что-то, а ты чем поможешь мне, а ты там чтобы мы сами научились, как цари и священники, Божьи люди, чтобы мы научились слышать Его голос, потому что это помазание, это Слово Божье, оно учит каждого из вас, поэтому мы идем в библейские курсы, учимся, находимся на домашних группах, поддерживаем друг друга. Не бьем камнями, не берем, когда трудные ситуации. Мы обнимаем себя. Есть время всегда обнимать, здесь время обнимать, здесь время понимать, здесь время принимать. Есть время выслушивать. Есть время молиться друг за друга. На домашних группах, не здесь только, и на домашних группах. И пошел Давид сам, и 600 мужей, бывших с ним, и пришли к потоку в Асор, и усталые остановились там. И преследовал Давид сам, и 400 человек, 200 же человек остановились, потому что были не в силах перейти поток в Асорский. Всегда так, это везде, всегда так, это в семье, это в служении, это в церкви. Всегда люди устают, понимаете, люди устают. Вот почему мы должны заменять друг друга. Как я говорил, когда гуси, они летят клином. Они почему клином летят? Они летят клином. И потом они меняются. Когда поток против них идет сильный поток, они меняются. Почему они кричат: давай, 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 давай. Они поддерживают друга, давай. В этом потоке. И потом, когда человек первый к потоке, когда человек, этот гусь устает, он перелетает на задний ряд. Другие встают в этот поток. Там 200 человек, они устали. Они уже не могут преследовать. Их 400 осталось. Но Давид, он продолжает, потому что он получил Слово Божье. Он получил Слово Божье. Преследуй, догонишь, все вернешь. Мы должны получить Слово Божье. Всегда в своей жизни мы должны получать Слово Божье. Мы должны учиться этому. Везде всегда так. Прежде чем найти свою вторую часть, я молился Богу, в течение больше года молился. А Татьяне, оказывается, нашел слово и молился, потому что я устал искать глазами. Мы же глазами ищем, честно скажите. Глазами ищешь, это подойдет, не подойдет, это моргнет, не моргнет, а это что думает обо мне? А это что думает обо мне? А что-то она так посмотрела странно, может, влюбилась. Мы должны слово получить. И когда я получил это слово, я встал на это слово и сказал: я хочу добрую жену. Кто приобрел добрую жену, тот приобрел благо перед Богом. Мы должны стоять на этом слове. И выход всегда есть. Смотрите, они преследуют. Потому что уже 3 дня прошло. Куда они ушли, не знаю, как они преследовали. Уже 3 дня прошло.
И они идут и нашли египтянина, видите, мальчика, в поле, и привели его к Давиду, и дали ему хлеба, смотри, оказали милость. Мы когда идем в пути, служение, семье, на работу, везде, где бы мы ни были, мы в пути всегда должны оказывать милость этому миру, людям этого мира. Они не знают Бога, они погибают, тем более еще хлеще. Мы хотя бы выйдем к этому маяку. У нас есть шанс, даже если у нас есть какие-то проблемы. У них вообще никакого шанса. Конечный результат печальный. И вот они находят этого мальчика, это выход ихний. Вот ихний выход привели к Давиду. Давид сразу оказывает милость, кормит его. Напоили его вдоль, дали ему часть связки, смог, 2 связки изюма. Он ел, укрепился, ибо он не ел хлеба и не пил воды 3 дня и 3 ночи. Слышите, он 3 дня, как они его бросили умирать. И сказал ему Давид: чей ты и откуда ты? И сказал он: я отрок египтянин, раб одного амаликитянина. И бросил меня господин мой, ибо уже 3 дня, как я заболел. Мы вторгались, и вот он рассказывает, мы вторгались в день полуденный, там вот, дальше. И сказал ему Давид: доведешь ли меня до этого полчища? Мы говорим: да, Господи, дай нам выйти, дай нам решить эту проблему, Господь, до этого полчища. И сказал он: поклянись мне Богом. Видите? Почему этот мальчик сказал: поклянись мне Богом? Вот в то воскресенье, помните, да, были обеты, клятвы, хорошая проповедь. Я приехал с Нерюнгеля, между прочим, вам огромный привет всем. В Нерюнгеле был, хорошее было служение, хорошая церковь, слава Богу. Хорошо принимали очень, здорово. Знаете, я с приключениями ехал туда, вообще приключения на приключения. И все хорошие, кажется, плохие. Вот Миша Неведомский знает он меня. Ой, Господи, весело жить в христианстве, путешествовать. Знаешь, в пути, в поезде. Когда есть люди пьяные, нарываются на Бога. Слушают потом, слушают. Потому что есть выход всегда. Видите, они ценили Бога. Почему он говорит: поклянись мне? Он им говорит: поклянись, потому что они знают, они Бога настолько ценят, они никогда не нарушат эту клятву. Вот то воскресенье, в ту проповедь послушайте. Я послушал, хорошая проповедь, и поставьте комментарии обязательно. И они ценили, он знает, поэтому он говорит: они меня не убьют, если поклянятся Богу своему, потому что они ценят своего Богу. Что ты не умертвишь меня, не предашь меня в руки господина моего, и я доведу тебя до полчища. И он повел его. Выход всегда есть. Всегда найдутся люди в пути у вас, которые поведут вас, даже мирские люди вас поведут из этой ситуации. Бог будет использовать все ради вашего спасения, ради, чтобы вы вышли из этой трудной ситуации. Он будет использовать все. Все, и мирских людей, и просто плакаты, знаете, как брат рассказывает: еду, проблема, все, уже умирать хочу, пошел, думаю, с моста прыгать, и билборд висит: Бог любит тебя, Бог любит тебя. Как любит меня? Идет дальше: нет, это все вранье. И вдруг с той стороны идут, которые евангелизируют: брат, иди сюда. Какой я брат? Иди сюда, мы тебе что-то расскажем. Что вы мне расскажете? Бежит туда. И принимает спасение, идет церковь. У нас всегда есть путь, у нас всегда найдутся такие мальчики, такие девочки, которые будут стоять на пути твоей, такие люди, которые найдут. Знаете. Иногда бывает такое, что нужно отпустить что-то. Я сейчас вам одну историю. Нужно отпустить из своей жизни. Нужно просто иногда что-то отпустить, не цепляться за это. Не надо, мой миленький, вернись. Да отпусти ты его, этого миленького. Не цепляйся за него. Цепляйся лучше за Бога, держись за Бога. Ищи его лица.
как мы сегодня здесь прославляли, пели, да, Его, одного Его ищу, одного Его хочу, одного Тебя хочу. Хочу с Тобой встретиться в Доме Господнем. Мы должны все идти сюда, не как в магазин продовольственный, не как музей. Мы должны сюда идти. Одного хочу встретиться с Тобой, слышать Тебя, что Ты мне скажешь. Знаете, такая история. Один раз меня это нулевых, понимаете, в 2001 или 2000, я не помню, меня один брат благословил и дал 3000 рублей для меня. Это были огромные деньги. Но мне кажется, это были хорошие деньги, да, в то время, 2000-х. 3000 рублей дал мне. И я удивился так. Ах, 3000. И я так варежку засунул, сел в автобус и поехал. Такой довольный. Господи, Ты меня так любишь. Дал 3000 рублей. И потом я их потерял в этом автобусе. Даже они как-то с варежкой выпали. Знаете, я слез в следующий автобус и поехал. Вслед за этим автобусом приезжаю туда, там, конечно, какая-то остановка, я не помню, там вот, где там Борисовка, там в порту. Туда, конечная там какая-то была. Я туда приезжаю и спрашиваю, бегу в тот автобус и спрашиваю. Он говорит, да, здесь нашла одна бабушка и взяла 3000, сказала, спасибо, Господь. И я сразу отпустил. Бог сказал, ей нужнее. Вот ей это нужнее, чем тебе. Отпусти это. И я сел на обратный автобус. Я ехал и прославлял Бога. Спасибо тебе, Господь. Слава Богу тебе, Господь. Спасибо, что я посмотрел на эти деньжата. Но я отпустил это. И кто-то получил благословение. Ох, у меня время-то быстро кончается. Однако, да? Вот. 12 здесь стих, когда мы читаем. Нет, мы уже прочитали. С 15 по 17. «И повел его, и вот амаликитяне, рассыпавшись, с 16 стиха, по всей той стране, едят, пьют, празднуют по причине великой добычи». Вот видите, это какая армия? Они пьянствуют, они гуляют, и этот мир они также пьют, гуляют, пляшут везде. Вот как и раньше ходил там в рестораны по кабакам, там быстро бежал, чтобы поплясать, там ла-ла-ла, показать себя. Да. Великая добыча ты получил. Вот. И просто, это какая армия? Это ужасная армия, это ужасные люди, которые так живут. И поражал их Давид от сумерек до вечера другого дня. И никто из них не спасся, кроме 4 юношей, которые сели на верблюда и убежали. Наверное, среди них я был, убежал. Бог поражал. И читаем с 18-26. «И отнял Давид все, что взяли амаликитяне, и обеих жен своих отнял Давид. И не пропало у них ничего, ни малого, ни большого, ни из сыновей, ни из дочерей, ни из добычи, ни из всего, что амаликитяне взяли у них. Все возвратил Давид. И взял Давид весь мелкий и крупный скот, и гнали его перед своим скотом, и говорили, это добыча Давида. И пришел Давид к тем 200 человек, которых оставил, помните, на обоз, да? Пришел, которые не были в силах идти за ним, и которых он оставил у потока в Асор. И вышли они навстречу Давиду, и навстречу людям, бывшим с ним. И подошел Давид к этим людям, приветствовал их, обнимал их, улыбался им. Тогда злые и негодные из людей, ходивших с Давидом, стали говорить, за то, что они не ходили с нами, не дадим из них из добычи, которую мы отняли. Пусть каждый возьмет только свою жену и детей. Вот нам нужно быть милосердными, сострадательными. Понимать, некоторые люди устанут и останутся где-то, остановятся где-то. Им нужен отдых. Знаете, не должны только одни люди служить здесь в церкви. Они устанут. Вот как этот клин, когда летит. Давай, Ксения, давай. Давай, Ксения, давай, Юля, давай. Но их нужно заменить когда-то. Где-то, когда-то, временем. Давай. И мы только начинаем это.
Чтобы видеть, когда, да, вот он уже устал, не может уже, ему трудно, надо заменить. Клин-то большой, церковь большая. Мы должны все вместе двигаться и не говорить, это наш избыток, Божий избыток, который нам дал, это спасение, эту милость, это сострадание, эту любовь. Он нам дал все это. Вот. Но Давид сказал, не делайте так, братья мои, после того, как Господь дал нам это и сохранил нас, и предал в руки наши полчища, приходившего против нас. И кто послушает вас в этом деле, какова часть ходивших на войну, такова часть должна быть и оставшимся при обозе. На всех должно разделить. Так было с того времени и после, и поставил он это в закон, и правил для Израиля до сего дня. Вот. И пришел Давид в Сиглаг и послал из добычи к старейшинам Иудинам, друзьям своим, говоря, вот вам подарок из добычи, взятой у врагов. Видите, он объединял, он умел, он мудрый, он получил от Господа, вопрошал к Господу, пал на колени, и Бог дал ему, догонишь, догоняй, отбирай, верни, ты все вернешь. Он получил это слово. Вот. И он правильно распределил эту добычу. Он видит. Слава Богу, что у нас мудрый пастор. Слава Богу. Я вижу его мудрость здесь. Слава Богу. Как он правильно распределяет, как он правильно говорит. И помощники, которые... Потому что он один не сможет. Здесь Бог делает, правит. Если Бог не созиждет, то напрасно трудится человек. Напрасно трудится человек. И мы видим, что Бог созиждет эту церковь. Бог ведет. Он всегда ставит людей, и ему помощников. Поэтому мы должны помогать всем. Мы должны нести вот это видение, как мы в Москве, если 17% мы заразим вот этим видением, вот этим посланием, будем говорить об этом цены, будем говорить о атмосфере любви, о единстве. А что все вокруг Господа крутится. Если мы будем говорить, то это будут люди. Это как атомная бомба. И пошла волна, хорошая волна, Божья волна. И мы заражаемся этим. Атмосферой любви, единства. Что это церковь для всех. Что это церковь для развития. Что это церковь для новых поколений. Для крепких семей. Эта волна идет. 2 минуты осталось, мне еще надо... Я только на полпрофиля, да, не шучу. Будем приземляться, я остальное выкидываю и все. Слава Богу, спасибо, что вы мне так 40 с лишним минут дали. Вообще здорово. Вот. И он такой мудрый, он раздает это все. Потом он раздает это, чтобы объединить, потому что Иудея, она отдельно была, и чтобы он старейшинам иудейным, он приносит этот подарок. Он был готов. Вот этот духовный урок. Давид вышел из этого кризиса не просто победителем, он вышел из него другим человеком. Изменился его характер. В трудную ситуацию не ваши дары и таланты будут держать. Напомните на всю жизнь. В трудную ситуацию ваш характер будет держать, который вы получили от Господа. Плоды Духа Святого. А потом уже дары Духа Святого. Плоды Духа Святого. Трудные ситуации, когда на вас нажмут, ваши дары не помогут. Вас только характер поможет, когда будет трудная ситуация. Он понял, все, что у него есть, это Божья милость, а не его заслуга. Вот, пройдя все эти трудности, вот эти все беды, уповая на Бога, с достоинством, он был готов к царскому престолу. Бог его готовил к царскому престолу, и поэтому он сжег это все старое. Оставил все это пепелище, все сжег, на что он опирался, на этого царя Нахуса и на это филистимлян. И этот город Сиглаг он сжег, чтобы он не опирался там, не прятался там, не был там бродягой и скитальцем, но он ему приготовил все-таки вот одно место Писания, я думаю, меня простят. Иова откроем, вот это одно место Писания. Вы можете еще присесть чуть-чуть. Давайте присядьте чуть-чуть. Давайте. Иова, 1 глава, это очень хорошее местописание. Просто Дух Святой говорит,
напомнил мне, не упусти это. Иова, 1 глава и 21 стих. Здесь написано: «И сказал, нак я вышел из чрева матери моей, нак и возвращусь. Господь дал, Господь взял. Да будет имя Господня благословенно». Аллилуйя, Господь. Аллилуйя. У нас будут потери. Апостолы отдали свои жизни. Они потеряли свои жизни, чтобы Евангелие сегодня дошло до нас. Слава Богу. Аллилуйя. И Иисус, Он на кресте умер ради нас. Давайте мы будем молиться. Встанем. Господь, мы принимаем Тебя, Господь. Мы слышим Тебя, Господь. Может, кто-то есть, кто сегодня находится на этом пепелище этого Сигелага, Господь. У него есть выбор, Господь. У него разбито сердце, Господь. Ему трудно говорить, ему трудно где-то принимать. Или он что-то не понимает, Господь. Но пусть каждое сердце будет открыто, Господь. Потому что Ты видишь каждого, Ты заглядываешь в сердце каждого, Ты освещаешь каждый разум, Господь. Что этот человек стоит на этом пепелище, Господь, на этом выборе, Господь, на этой проблеме, Господь, во имя, в этой ситуации. Помоги в эти часы, Господь, минуты, часы, может быть, дни, месяцы, не знаю, Господи. Очисти наши сердца, Господь. Через эти испытания, что мы слышим, что мы проходим, Господь, чтобы мы не остались, не сдались, но чтобы мы вели эту битву, Господь. Потому что есть Твоя воля, благая и угодная. Твоя воля восстановить, Господь, прежде всего наше сердце, наш разум, примирить с Богом. Вернуть потом это потерянное с избытком. Но может и что-то не вернется материального. Но самое главное – это вечная жизнь, спасение. Господь, даже если земные потери, они огромны, мы доверяем доверять Тебе, мы стремимся к этому. Мы ищем Твоего лица, Господь. Лучше пребывать в доме Господнем, чем там, в богатстве купаться. Самое главное – наше спасение и вечная жизнь. Благодарим Тебя, Господь, что наша награда прежде всего не здесь на небесах, не здесь на земле, но там на небесах, Господи. Наш венец спасения, Господь, которому Ты приготовил. Спасибо Тебе. Все сказали аминь. Аминь. И мы будем принимать сейчас вечерю Господню. Аллилуйя. Вот Иисус, сегодня я говорил об этом. Иисус все сделал на кресте. Нам ничего не надо к этому добавлять, нам ничего не надо к этому что-то делать. Нам нужно просто прийти к Нему, сказать: Господь, вот я, Господь, со своими грехами, недостатками какими-то, нехорошими мыслями, Господь. Но я прошу Тебя прощения, Господь. И иду принимать вечерю Господню. Это Его кровь, которая пролилась. Это как по венам течет, знаете. Когда человек умирает, ему вливают кровь, он оживает, знаете. Я сам лично видел, когда кровь вливал один брат другому брату. Думаю, вот это да. И человек был белый, уже зеленоватый. И когда он ему вставил туда иголку и свою, и я вижу, он прям порозовел. Я думаю, вот это да. Кровь Иисуса Христа, она омывает и очищает нас. У нас нет никакого шанса не принимать вечерю. Мы можем попросить прощения и принять, прийти, Господь, сказать: Господь, вот я, Господь, и принимаем. Давайте мы помолимся, благословим это, Господь. Благословляем, Господь, этого, Господь, тело Твое, которое было ломимо, Господь, за нас, Господь. Господь, оно, Господь, чтобы, Господь, на кресте оно было ломимо, Господь, чтобы мы приняли спасение. Это кровь Нового Завета, чаша, которая была пролита за нас, Господь. Это кровь святая, которая очищает и обмывает нас. Мы делаем это в воспоминание Твое, Господь. Дай нам принимать это делать. И тогда вы могли бы проходить справа и делать это. Кто
еще не примирился с Богом, вы пока не можете принимать вечерю Господню. Я буду вон там слева, если кто хочет принять, через покаяние принять, примириться с Господом. Я буду там стоять, ждать, и мы могли бы пообщаться, я мог бы ответить на ваши вопросы, помолиться за вас. Я буду вас там ждать. Бог очень ждет вас, любит вас.